Зачем ты пальчик опять все, уронил? Ну, потому что это был пальчик. Да. Зачем пальчик? Как спасибо? Нет, дай надо. Дай. Дай, скажи. Как дай, говоришь? В общем, я не знаю, идет ли у нас трансляция. Не могу посмотреть, очень неудобно на моем телефоне. Раздай интернет, пожалуйста. Попробуем с другого телефона заглянуть. Так. Я включила вот точку доступа. Ага. Это еще надо нажимать? Да, наверное, нет. Подключено одно устройство. Угу. Так. Сейчас еще раз проверим. Рутуб не дождался сигнала. Рутуба у нас опять не будет. ВКонтакте есть? ВКонтакте есть, да? Сейчас проверим еще, чтобы у нас хотя бы на YouTube что-то шло. Так, где у меня YouTube? Смотрю, в эфире Ю- просится. YouTube? Да, есть YouTube. Ну ладно, хорошо. Значит, Рутуб у нас опять идет лесом. Так. Сейчас, секунду, ребят, секунду. Трансляции. Не пойму. Ну ладно, в общем, если ты говоришь идет, значит будем надеяться, что идет. Сейчас я загляну хотя бы в ВК. Ты одну табличку? Сейчас вторую могу достать. Так, вижу, что ВК у нас идет и 3 зрителя. Отлично. Ну что, всем привет. Мы в эфире на моем канале Матвей Ядрёнкин. Сегодня мы в Уфе. У нас новый стрим по нашему родному городу Уфа. Прошло ровно 10 дней с момента нашего первого стрима. И сегодня мы решили это дело немножко отметить выездом в наш центр нашего города Уфа, чтобы погулять вместе с вами онлайн. Так что сейчас отправляемся на прогулку. Но перед этим у нас сегодня началось все с проблемы, довольно серьезной, я бы сказал. У нас сломалась коляска на выходе из трамвая. Наша коляска, которая с нами путешествовала все наши поездки, сломалась, причем очень сильно сломалась. Если кому-то видно, здесь такая солидная трещина. И как мы сегодня путешествовать будем, гулять по нашим проклятым уфимским снежным буеракам, я даже не знаю, честно. Я сильно очень расстроился при виде обнаружения этой поломки. И, кто меня знает, кто знаком с моими сентиментальными и прочими проблемами, меня очень сильно такие вещи расстраивают. Даже не знаю, что еще добавить сегодня. Зато мы сегодня гуляем в такую вот солнечную очень погоду.
Поэтому мы, собственно, и решили очень спонтанно выбраться на наш сегодняшний стрим. На нашу прогулку. В Уфе снежно. Передвигаться, скажем так, не очень комфортно. Особенно после Москвы. Мы сейчас вышли на остановке улицы Сверлова. И мы на пересечении с улицей Аксакова. Это историческая часть города Уфы. Мы доехали на трамвае на Уфимском. Кстати, кто смотрит наш YouTube, кто смотрит наши другие ресурсы, мы катались на трамвае на Уфимском летом. Да, кстати, вот так нам приходится перемещаться по нашим уфимским общественным пространствам. Как мы поедем домой, не знаю, наверное, такси придется вызывать, потому что на общественном транспорте будет максимально неудобно. Вот, коляска такая стоила нам, как мы вчера вспоминали, 14 тысяч. Она была бэушная, пожила вот 2 года. Если честно, даже не знаю, как теперь эту проблему исправлять. Я вроде как инженер, шарю хорошо во всяких конструкторских вещах. Но вот при виде этой поломки у меня пока некое отчаяние. Если вдруг кто-то что-то хочет написать, пишите в YouTube, если такая возможность есть, потому что чат, который выведен в окно справа, это чат с YouTube. ВК-чат там не подгружается. Так, но я буду читать комментарии с нашего второго телефона. Он у нас подключен. И Надежда Минковская. Привет, привет. Спасибо большое вам за комментарий. 2 зрителя я вижу на ВК. Спасибо, что смотрите. С Рутубом какая-то беда, если честно. Я не знаю, что с ним делать. Что в тот раз я ругался на YouTube. На Рутуб, простите. Я вроде все скопировал, все ключи, то есть все должно было завестись. Но по каким-то собственным причинам он просто отказывается. Я, конечно, его не тестировал. Некогда было, если честно. Да, я тут увлекся технической частью. Давайте посмотрим на разницу, да, как у нас выглядит это здесь. То есть контраст восстановленной старой архитектуры с контрастом новых домов. Историческая часть города. Возможно. Да, кстати, там плохо видно. Если, может быть, я увижу. Не видно. Ну ладно. Но люди читают, значит, что-то там есть. Сидит. Вот и вот он сидит. Ну хорошо, пусть сидит. А мы продолжим гулять. Да, кстати, украшения. Прямо как в культурной столице. Не Дед Мороз, это Санта-Клаус, наверное. Возможно, виды покажутся людям, нашим зрителям, немного знакомые. Мы здесь были, катались на велосипедах, проезжаем обычно этим маршрутом, день 1000 велосипедистов в обратном направлении. Здесь у нас торговый центр Сверловский. Кстати, в прошлом году я здесь сделал корпоративчик. Вот здесь небольшой сквер, там лежит, как его, господи,
Якорь. Якорь мне в бухту. Мы подходим к улице Гоголя. А? Прямо? Нам прямо, да. Мы сейчас будем идти прямо. Вот, смотрите. Медленно перейдите. Хорошо, да, осторожно. Смотрите, друзья, сейчас давайте, У меня наверное. есть фотографии, где этот дом еще не без пожара, где я фоткала двери, вот эту входную группу. Давай мы тебе петличку прицепим, чтобы тебя слышно было нормально. Прицепи, это должно работать. Катя у нас тоже теперь будет в эфире. Всем привет. Со звуком, да, Так надеюсь. как я иногда что-то говорю, Да. Вот этот дом, да. скажу свою первую речь. Вот есть фотографии этого дома и входной его группы, старых его дверей. У меня на страничке. Я фотографировала это, когда мы ездили на День велосипедистов, по-моему. Вот. Можно посмотреть как раз в этом месте. Заходите на страничку Кати, да. Екатерина. Я пошла пока что. Рудова. Так, да. Очень осторожно будем переходить, потому что смотрят уфимские лица на нас. Что вы тут снимаете? Ух. Я вообще, кстати, смотрел стримеров у нас. Смотрите, культура вождения водителей, да, Уфы. Можно даже номер успеть заснять. Нас не пропустили как пешеходов, хотя мы уже были на проезжей части. Не надо говорить, что я там душнил и прочее, но культура вождения, вообще отношение к пешеходам в Уфе Не оставляет все желать так возят, лучшего. конечно, машину. Да, да. Все-таки Не есть очень- те, которые Не пропускают. очень хорошо у нас вообще люди воспитаны в плане культуры вождения в городе. Это скажу не только я, это подтвердят многие, кто и как пешеходы, и как водители перемещаются по нашему городу. Ну, конечно, речь не обо всех. Скоро тебя тоже сожгут. Смотрите, какие красивые двери. Салфетка там Вообще какая-то. красота. И окна. Да. И сегодня у нас вообще заявленная температура, ну, часы показывают у меня -3 из интернетов, из этих. Ну, на солнце, наверное, потеплее. Хотя руки подмерзают немного. Да, у кого-то варежки, а у кого-то голые руки. А что ты не Кстати, наденешь? ну, пока не хочу. Кстати, прожмите лайк. Прожмите лайкосы, ребята. Все, кто смотрит стрим. Буду периодически доставать свой второй телефон. Старый. Вот и старый телефон, кстати, пригодился. Лежал. И теперь вот из Белорецка большой привет от Надежды Минковской. Спасибо большое. В Белорецк тоже хотим передать огромный привет. Очень любим этот город. Мы там Привет. были много раз. Мы были и в самом Белорецке, и на горе Малиновой. У меня есть ролик про путешествие на Малиновую. Также парк Малидак. Марату Якупову привет. Успехов тебе в развитии твоего проекта. Если ты смотришь, если не смотришь, передайте кто-нибудь Марату, что я ему передал. Классные, кстати, у Марата домики. Вот, и советую их посетить. Да, И- парк Малидак. Да, парк Малидак. Деревня Отнурок, Белорецкий район. Не реклама, просто рекомендация. Кстати, вот здесь, где мы прямо сейчас идем, вот историческое место, лично мое историческое место, здесь раньше была конечная остановка транспорта. Здесь останавливался 14-й автобус Икарус. К сожалению, у меня нету, не успел я в этот момент подсмотреть, у меня нет фотографии. Но вот здесь, на месте этого знака примерно, вот тут вот была остановка. Здесь стоял столб с таким желтым душем, так называемым. Это была что-то типа радиоточки для связи диспетчера с водителем автобуса. Диспетчер ему, наверное, говорил: ну давай, езжай в Дему. Я стояла на той стороне и уезжала отсюда на 207-й маршрутке В Инорс. в Инорс. Да. Так, ну что наш тут? Стяжки наше все. На стяжках. Вот такая вот история, да, где-нибудь потом обязательно. Может быть, мы будем делать отдельный какой-то ролик про центр Уфы, и я добавлю обязательно эти фотографии. У нас есть фотографии на велосипедах. Да, и, по-моему, тогда еще даже вот этот вот остановка это еще действовала 14-го автобуса Икаруса, да? Желтые Икарусы, ребят, кто помнит желтые Икарусы,
уфимский, пожалуйста, напишите. Вообще напишите что-нибудь в комментарии в Ютубе. Я думаю, что чат должен работать, который справа. Темненькая полоса. Если он не будет работать, я вообще нафиг уберу этот виджет, и все, не будет он ничего портить. Мы подходим к центральному ЦУМ, центральный универсальный магазин уфимский. Тоже немножечко оформлен в новогоднем стиле. Я в этом магазине покупал компакт-диски, я помню, здесь какой-то музыкальный магазин был. Мы подошли к пересечению с улицы Карла Маркса. Улица довольно шумная. Одна из центральных улиц центра города. Нам на ту сторону идем. По солнечной стороне пойдем, а то мне руки мерзнут. Прямо перед нами здание по адресу Карла Маркса 12. Это, ну, все, наверное, кто в Уфе учился, знают. Сейчас мы будем ходить. Это у нас УГАТУ. 4-й корпус, Четвертый корпус, да. Там прямо у нас первый. Сейчас подойдем в центр, я обязательно покажу. Уфимский ордена Ленина авиационный университет, институт. Государственный В простонародье, как его раньше называли, это у нас УГАТУ. Но с недавнего времени, наверное, уже все, в общем-то, в курсе, все знают, это у нас объединение двух университетов. Бывшего УГАТУ и БГУ. И получился у нас что? Правильно, УНИТ. Уфимский университет науки и технологий. Кто что говорит, кстати, по поводу объединения университетов. Ну, в общем, вот. УГАТУ. Много кто здесь учился из моих знакомых, кстати. Но только не я. Высшего образования у меня нет. А я закончила. Катя училась, кстати. Я закончила. Да. Я говорю, не знакомый. просто училась, я закончила его. Закончила. Закончила УГАТУ. Сколько денег было утрачено, наверное? Много. В то время, когда училась Катя, что-то год стоил, по-моему, около 80 тысяч, да, если я не путаю. Да. Да. Сейчас... Ну, когда только начинала 13,5, а заканчивала около 80. Сейчас, наверное, 800 тысяч год стоит. Я не знаю. Кто, кстати, знает, сколько стоит сейчас обучение в УГАТУ, в УНИТе? Может, что-то поменялось? Скажите, пожалуйста. Ну, если материнский капитал под 1 миллион, значит, вот столько стоит. Вот. Что я очень сильно люблю, так это исторические всякие здания. Вот про это здание я не знаю, не успел никакой информации найти. Но смотрите, как интересно выглядит. Такое ощущение, что верхние этажи, да и не только верхние, какие-то они не очень жилые, не очень выглядят обжитыми. Хотя это считается прям это центр, в самом центре города практически. Можешь вперед пройти. А? Вперед. Да, я вперед пойду. Очень шумно здесь. Не так шумно, как на Кутузовском, конечно, каком-нибудь. Или на каком-нибудь Новом Арбате в Москве. Но мы и не в Москве, а в другом культурном городе. Сегодня очень солнечно, очень хорошая погода. И если смотреть прогноз на ближайшие дни, солнышков там больше не обещают. Это у нас служебный въезд на территорию университета. Я периодически этим служебным въездом не буду скрывать, пользуюсь, потому что иногда университет пользуется моими услугами. Кто, если не знает, я занимаюсь вентиляцией и кондиционированием. Что интересного еще? Здесь у нас доходный дом Веднеевского. Это очень старая постройка, примерно 18, может быть, 19 века. Что творится здесь, да? Здесь случился серьезный пожар, если я ничего не путаю, примерно в 18 году. До этого доходный дом
хотели восстановить, но никаких работ здесь не производилось. Он просто был завешен тряпочками этими. И вот мы видим, да, внутри там прям, вообще как бы отсутствуют какие-либо перекрытия. Крыша рухнула. Внутри вообще вот деревья растут, я вот здесь вижу. Ну и представьте себе, это самый-самый центр города Уфа. То есть в центре города Уфа у нас вот такие вот развалины. Ну, красивое же здание. Очень. И об восстановлении его, по-моему, вообще никакой речи нет. Ну, поищу, на самом деле, даже интересно для себя узнать. Да, с коляской нам, конечно, сегодня не очень повезло. Тайка у нас полулежа теперь ездит. Такая вот беда. Так вот у нас начался стрим. Хорошо, хоть пока что, слава богу, все остальное работает. Я очень на это надеюсь. Напишите, пожалуйста, будьте друзьями, будьте людьми, напишите мне что-нибудь в YouTube, чтобы я знал, что у меня виджет чата работает. Мы подходим к пересечению с улицей Пушкина, Карла Маркса и Пушкина. Так, стяжки отлетают. С одной стяжкой. Ну вот, как бы нам... Все нормально. Да не нормально, там осталось, по-моему, 1 или 2 стяжки, которые не держат совсем. Так, ну что будем делать? Наверное, придется остановиться, потому что мы дальше не сможем перемещаться так. Сможем. На морозе стяжки лопаются и не держат. Больше у нас кроме стяжек ничего нет. Да и стяжки уже заканчиваются. Такой вот у нас непредвиденный, неприятный момент произошел, друзья. Прям при выходе из трамвая. Беда. Мы сейчас пойдем вниз, Кать, по Пушкина. Рада Акзамова. Привет, друзья. Привет. 3 зрителя в ВК. Спасибо, что смотрите. Давай пойдем вниз. Я, конечно, рассчитывал, что мы будем как-то разнообразно ходить. Может, у тебя изолента есть еще? Изолента. Подержи стаб, я поищу изоленту. А давай на скамейке пришвартуемся, я довезу как раз коляску, чтобы полегче было. Задонатьте нам на новую коляску. Сейчас Матвей попробует найти изоленту. Да и что-то я не уверен, что я найду ее, если честно. У меня рюкзак какой-то очень мало весит он у меня. Уи. Тася спрашивает, что там? Кстати, изолента есть в Если машине. нет, то пойдем потихоньку просто. Сколько пройдем? Ну да, придется, возможно, нам сократить стрим. Есть, кстати, ремешок от фотоаппарата Sony. Попробуем. Оригинальный. Завязать. Для этого хотя бы он сгодится, да. Купил фотоаппарат. Мы сейчас находимся около 3-го корпуса УГАТУ. Собственно, в нем практически все 5 лет я в нем и училась. Это был ИНЭК, Институт экономики. Вот. Ну, напротив было кафе «Лидо», в котором мы любили отдохнуть после учебы. Правда, тогда у нас было не очень много денег с однокурсниками, и
частности, с моей подругой Леной. Лена, привет. Привет. Если смотрит, Вон там может, мы. в записи. Обычно заседали вечерком с чашечкой чая с лимоном и с каким-нибудь пирожным. Эх, не получается. Пока что. Сегодня нам с погодой повезло, конечно. Такое солнышко. Такое ощущение, что сейчас тепло. Как будто бы весна. Но уже такой вечерний морозец подступает. Ну, как-то завязал. Так, Матвей сейчас как-то подвязал еще колесо. Придерживает, Попробуем но ерунда, на самом походить. деле. Ну, не без этого, что не все идеально. Ничего страшного. Мы справимся. Наверное. О, смотрим, идем вместе с тобой, юзер 591. Привет, спасибо большое за комментарий. Спасибо, что написали. Чуть-чуть вот так буду идти, да и все. Приподнимай, да. Простите, что шмыгаю. Я без шапка. Шапку я, в принципе, не ношу, не люблю шапки вообще. Мне нравится вот так гулять. Ладно, прикроемся немножко вот так, потому что здесь у нас тенечек. И... О, нормально? Нормально. Нормально. Ну что, идем дальше. Свой капюшон спрячу. Остановочка. В прошлый раз мы делали стрим, у нас час почти ровно был. Наверное, в этот раз тоже примерно часом ограничимся. Потому что, во-первых, у меня батарейка на телефоне, она... Ну вот за час я высадил ее в прошлый раз в Москве на 50%. Ну, может, чуть-чуть побольше получится. Может, побольше. Ну, посмотрим, да. У меня есть с собой пауэрбанк, но единственное, что во время стрима я заряжаться не смогу вообще никак. Придется мне просто петличку отключить звук. Не хотелось бы. Мы идем по Пушкинской Аня аллее. Дренкина. Там Вера рядом на Сверлова 90 в VR-клубе. Ну, тусит сейчас. Ну, слушай, тусит. Пусть продолжает тусить дальше. А если что, пусть догоняет нас. Мы здесь, мы сейчас пройдем мимо гостиного двора и пойдем, как вы думаете, куда? Мы пойдем в сторону одного из самых популярных мест скопления молодежи уфимской — Арт-Квадрат. Арт-Квадрат является таким местом притяжения творческих людей. Там всякие концерты организовывают, выставки, много всяких различных заведений общепита, общественных пространств. Мы сейчас повернем налево. Здесь у нас высоченные, ну как, по меркам Уфы будем считать, высоченные апартаменты. Уфа-Сити. Да, Уфа-Сити. Давай, наверное, пройдем вот, ага, здесь? Там мы не сможем передвигаться. Тогда придется двигаться по проезжей части. Давай прям сюда поворачиваем. Я думаю, я смогу проехать потихоньку вот так. А что, раз здесь Вот. не подготовлено место для передвижения, ну смотрите, там вот тротуар, друзья, да? Ну как я там буду идти? Ну хорошо, с ногами я там пройду. Так, стабилизатор у меня дергается. Надеюсь, сейчас успокоится. Развесовка, видимо, не нравится опять ему. Но идти там, Так, вот, ну, с коляской там невозможно двигаться.
Так. Запрыгнем. Ага. Спасибо. Ах, какое недовольное лицо в Приусе сидело. Мы сейчас подойдем к гостиному двору. Это такой торговый центр, известный, популярный, старый довольно-таки торговый центр. Это историческое место. Я где-то, кстати, читал правила парковки здесь вот на территории гостиного двора. Если в большинстве случаев заехать куда-то можно хотя бы там час бесплатно, где-то 2, где-то даже 3 часа бесплатно, то Вот так. здесь ни о каких бесплатных часах речи нету. Если ты заехал, ты уже должен денег. Все. Да, ну, в общем, передвигаться здесь катастрофически тяжело. Плюс еще здесь снег съехал с крыши. Лед. Да, кошмар какой-то. Это центр города Уфа, ребят. Казалось бы, да, вроде бы. Вот я, когда мы сюда ехали, думал, ну это же центр, здесь точно должно быть почищено, как-то прибрано и все такое. Но нет, нет. Как бы, вон, вот вам центр. Зато музыка Правда, веселая я иду играет. в отражении. Задворки авиационного университета. Он же УНИТ. О, кто-то запустил пиво. Не понравилось, наверное, разливуха. Бормотуха. Так, Катя, остановись, пожалуйста. Вот сейчас вам, ребят, покажу интересный момент. Вот у нас гостиный двор, да? Все видят, что у нас перед нами гостиный двор. Хочу показать, как это место выглядело примерно в 90-е годы. Вот, почти похожий ракурс. Вот это место. То есть вот так вот. Я помню, еще был маленьким, мы проезжали тоже и смотрели, как это выглядит. Ну, вернее, то, что есть какие-то вот такие места. Вот еще одна фотография гостиного двора тоже. Кстати, с другого ракурса. Ну, вот если, вот, наверное, вот туда пойти, оттуда. То есть там видно, что чуть-чуть у нас университет уже виднеется. То есть в 90-е годы гостиный двор выглядел примерно вот так. Никакой он был не гостиный. Но еще сейчас одну фотографию покажу. Это уже вот как раз, наверное, с этих высоток снимали. Ну, разумеется, шутка, не было никаких высоток. Наверное, с вертолета или с деревянного квадрокоптера какого-нибудь допотопного. Опять же, шутка. Вот, как выглядел гостиный двор. Здесь мы справа видим, опять же, слева, вернее, университет. И дальше всякие вот такие вот строения, заводы и так далее. Но университет — это корпус Это относительно недавно построенный. Это который дальше, вдалеке, вот ты Да, про него он, говоришь. Да, вот этот если вот. я не ошибаюсь, это 9-й корпус УГАТУ. Вот. Ну, может, 39-й. Ну, ладно. А может, нет, это Идем дальше гулять. возможно, их уже 39. Да, Да. сейчас пройдем с стороны главного входа в гостиный двор. Кстати, вот здесь давай я помогу коляску перетащить, потому что здесь неровности вот эти. Ага. Ой, бля, муха, я чуть не упал. Вот чуть не споткнулся об эту гребаную кучу снега и не убился, ребят. Так, мне пишут что-то в чат нашей рок-группы. Но спасибо, что пишете, но читать я не буду и отвечать я тоже не могу, потому что я сильно занят стримом. Сильно, очень сильно. Не, ну, конечно, можем пойти здесь. Мгм. Давай здесь пойдем, действительно. Вспомним Я слышу. караоке-бар «Руки вверх» здесь был, да? И тут можно накатиться, наверное, даже Что можно? вот так ехать. А, ну да, там только лесенки дальше. Вот мы движемся как раз по историческим колоннам. Можешь внутри пройти. Там у нас университет
Тут кого-то стригут. А, не видно. Ну ладно. Барбершоп. Так, стап трясется. Омега принт. Еще один какой-то салон красоты. Давай-ка я буду идти вот здесь, с этой стороны. Здесь где-то был караоке-бар. Вон там. Руки вверх, да. Угораздило однажды нас сюда заглянуть. Спасибо Тимуру. Не, ну в хорошем смысле мы неплохо вроде бы. О, голуби раскатали. Ну ладно, не надо показывать Ну голубя. что, ну. Интересно. У него своя судьба, у нас своя. Да. Я могу пройти чуть-чуть по проезжей части. Может быть, что-то интересное здесь покажу. А вот, давай караоке. Это, видимо, уже другой какой-то. Здесь у нас Угату. УНИТ он же. Да, тот самый 9-й корпус. Покажем вот такую вот панораму гостиного двора. То есть танцуй. Друзья, кто хочет поддержать наше творчество, нашу работу, мы всегда будем рады поддержке. В прошлый раз нас поддержали. Оптимистка. Спасибо большое еще раз за вашу поддержку. Есть QR-код на Donation Alerts. Есть реквизиты, если вдруг кто-то хочет прямым переводом нас поддержать. Будем всегда благодарны. Так. Сейчас мы... Да, тут... Наверное, кто-то спросит, зачем вы делаете стримы по Уфе. А вот знаете, друзья, в Уфе никто не видел я, чтобы делал онлайн-стримов. Ну, вернее, видел одного товарища, но это человек питерский, Бакликов Сергей. И, если честно, я с удовольствием смотрел его эфиры, когда он гулял по парку Якутова, по центральной части тоже, там по улице Ленина. Кстати, заставка эфира нашего, вот она вот. Ну, давай, наверное, пройдем метров 200, потом вернемся сюда, чтобы пойти в арт-квадрат. Хочу показать просто это место. Сзади машина едет. Так, комментарий. Плохо вижу. Что-то на башкирском. Салям, балам. Короче, я так понимаю, это Кирилл пишет. Кирилл, привет. Спасибо тебе за творческий колорит. Осторожно, машина тут что-то. За перевод. Здесь проезжая часть, да. Ну, давай, может, вы постоите, а я сбегаю, да. Смотрите, можно вообще навернуться здесь. Не это. Я, кстати, смотрел запись того стрима своего первого. Я очень часто вертел камерой. Стараюсь поменьше этого делать здесь. Ну, в общем, вот. Примерно с этого ракурса, наверное. Просто здесь уже немножко все по-другому. Ну что, давайте отправляться в сторону арт-квадрата. Давай. Так, я потерял Wi-Fi. Да не, его и не было. Так. Ага, сейчас, секунду. Комментариев очень много. Рада любую маленькую неприятность можно воспринять как вызов приключения. Ну да, конечно. Согласен. Оказаться в двух местах одновременно возможно. Зеленка и центр. Да.
подключайтесь. Друзья, однозначно, тачка новая нужна, ведь летом в страну души ехать. Вот, ребята, новые банковские ролики, конечно, обязательно. Да, в Абхазию мы, друзья, собираемся, мы обязательно туда поедем. Планируем, по крайней мере. Вот, и будем радовать вас новым контентом, новыми видосами. Надежда Минковская, спасибо за экскурсию по столице. Вам спасибо большое за активность в нашем стриме. Очень приятно, что смотрите и пишите. Это реально очень приятно, это очень радует. Мы не заканчиваем, Мы не сдаемся. Да, мы держимся. Так же, как и наша коляска. Кто не подписан на наши ресурсы, на наши социальные сети, пожалуйста, подписывайтесь. Мы есть во всех доступных практически площадках. Мы не отказываемся от YouTube, мы продолжаем его использовать как только можно. Также ВК, ну и Рутуб наш российский. Что я, наверное, я Рутуб когда-нибудь это позвонят мне оттуда, наверное, спросят. Для тех, кто только что подключился, мы гуляем по центру города Уфы и направляемся сейчас Арт-квадрат. в Арт-квадрат, в центр притяжения молодежи. Притягивает их туда. Да. И нас туда тоже иногда притягивают. Из Черниковки так пролетел в арт-квадрат, чувак. Да, Сам мы даже не там ожидал. пели под гитару. Я Да, помню, у нас, с кстати, Тимуром. есть видео, но оно, конечно, не в общедоступном. Слава богу. Не общедоступно, да. Но, в общем, однажды мы забрели в арт-квадрат и попросили у ребят, которые там сидели, что-то 2 аккорда не могли связать. Сказали, давайте сейчас сыграю, покажу, как надо. Да. Ну и нас там даже немножко народу собрали вокруг Так, себя. тут мы как надо мне Да, вперед здесь будет пройти? тяжело, наверное. Давай-ка помогу. Да нет, еду. Едешь? Центр города, лед, снег и оффроуд полнейший. Народу становится побольше. Как я говорю, притягивается. Мы сейчас переходим улицу Коммунистическая же это у нас, да? Нет, коммунистическая это вот Так, это. стоп. Мустая Карима, наверное. Нет, это мы по Мустай Кариму сейчас идем. А переходили мы, наверное, все-таки Коммунистическую улицу. Попробую ехать на колесе. Во. Здесь у нас уже больше различных. Здорово, тезка. Смотри, кто тут пишет, да? Привет. Да, тезка. Точно. Я пригляделся посильнее в свой телефон. Привет, Матвей, если ты Матвей. Спасибо, что смотришь. Народ, кстати, так это вглядывается. Что это у тебя такое? Что ты снимаешь? Ты меня снимаешь? Кстати, по поводу арт-квадрата мы немножечко подготовились. Тоже буквально перед выходом я набрал немного информации. Для начала у нас здесь мечеть. Забыл название ее, честно. Ты покажешь мечеть? Да, ты здесь хочешь зайти? Что-то, там же есть нормальный вход. Да, пошли. Да, мечеть. Забыл название, честно. Сейчас попробую. Давай быстренько. Но у меня есть старая фотография этой мечети. Мечеть примерно около 120 лет на текущий момент. Одна из, по-моему, первых уфимских мечетей. Вот она. Ее реставрировали, восстанавливали, естественно. Вот такое вот интересное здание, да? Прям смотрите, вот замечательно. Можно прям показать. Так, идем дальше. Можем, конечно, здесь зайти.
Давай здесь зайдем, действительно. Часы-то какие красивые. Ну и вот мы заходим уже в само общественное пространство Арт-Квадрат. Здесь проходят всякие beautiful, wonderful. Beautiful, wonderful. О, замечательное место. Как раз именно его я и хотел показать. Ребят, сейчас покажу. Смотрите, вот как раз, когда начинаешь искать информацию по поводу арт-квадрата, чаще всего натыкаешься именно на это место. Вот как оно выглядело до момента реставрации всего этого общественного пространства, того, как оно появилось. Я нашел специально такие старые фотографии, они где-то были здесь размещены на выставке. То есть вот это место с этого же ракурса. Довольно все было так по-старому. Это, наверное, еще где-то середина, не знаю, 2000-х, наверное, 2000 какие-то. Провинциально было. В городе церквей больше или мечетей? Слушай, хороший вопрос. 50 на 50. Наверное, у нас тут смешанные культуры. да, потому что... Ну, конечно, храмов, церквей не так много, как в той же Москве, например, да, но много и того, и другого. Хороший вопрос, я обязательно его возьму на проработку. Может быть, даже как-нибудь сделаем фильм. Обязательно, да. Ну что, давайте идти дальше, пойдемте на главную площадь, которая есть здесь, в арт-квадрате. Очень классное общественное пространство, очень оно вдохновляет. Вот такой вот шарик. Опа. Народ думает, что я снимаю. Да я не снимаю, я веду прямой эфир. О, как интересно сделано, да? Красиво. Видимо, это еще до твоей фотографии. Конечно. Это выглядело да и фотография как-то не так. моя. Я ее позаимствовал. Что я вижу? Это каток. Каток. Самая, по-моему, главная площадь про общественное пространство, арт-квадрат. Здесь же периодически проходят концерты, по-моему, здесь ставят сцену. Интересно сделано вот это вот, то, что все из контейнеров. Вот оно так прикольно смотрится на самом деле. Так, ага. Здесь у нас на коньках народ передвигается. Давайте маленькие сделаем такой вот. Вот у нас сцена. Там, видимо, кто-то иногда выступает. Я здесь ни разу не выступал. Да потому что не такой уж я и популярный музыкант. Какое-то презентационное видео арт-квадрата. Ну что, пойдем туда, в сторону Чернышевского улицы. Вообще, найти информацию о том, что здесь было до того, как здесь сделали общественное пространство, что? Иди вперед. Не так много информации по поводу того, что здесь было. Но в здании Чернышевского 88, который по адресу, была обувная фабрика. Сейчас пройдем, громкий звук. И мы же можем, по-моему, здесь через внутренние какие-то пройти, да? Не помните? Что-то, мне кажется, здесь не пройдем, но не пройдем. Ага, там съемки какие-то. По-моему, здесь не пройдем, наверное. Чувак со светом снимает. А нет, в принципе, можем пройти, наверное.
Туалет. В уборную не хочешь? Нет. Тогда идем дальше. Только дверь подержи. Кстати, самый-самый первое выступление мое было вот здесь. Вот здесь сейчас сценку сделали. Не буду заходить, туда как сняк. Первый корпоратив мы там Сходи выступали. А? Там диджей. Диджей, да, давай диджей снимем. Я, кстати, тоже был диджеем когда-то. Делал корпоративы. Прикольно, прикольно. Ну давайте пойдем дальше, потому что мы 50 минут уже в эфире. Могу предположить, сколько батарейки у меня осталось еще. Опа. Здесь тепло, я сразу же прогрелся. Да, мы справимся, спасибо. Вежливые какие. Помочь предлагаю. Идем дальше. Вот. Кстати, вот это место я тоже хотел показать. Тоже нашел историческую фотографию какой-то давности. Здесь же у нас стояла фортепиано, да? Здесь я играл, по-моему, когда-то было дело на этом фортепиано. Ну, в общем, где эта фотография? Где эта фотография? Вот она. Вот, смотрите. Даже почти тот же ракурс, опять же. То есть вот это здание. Это как раз, по-моему, есть Чернышевского, 88. И сейчас каток. Вот как все это выглядело еще в то время, когда только собирались реконструировать все это дело. Довольно так все грязно, стройка какая-то. Но интересно в то же время, да? Что касается обувной фабрики, нашел тоже фотографию. Здесь производили галоши. Точно знаю, что это была обувная фабрика, не помню именно имени кого. Ну, в общем, она здесь была как раз там, где сейчас у нас Чернышевская 88 здание. Ну, вот, по-моему, вот это вот оно и есть. Потому что за ним... А, нет, за ним еще, кстати, по-моему, одно пространство есть. Да, давненько я здесь не был. Давайте. Во! Кто-то у нас на качелях, да? Замечательно. Еще свет так бликует классно, то что солнечная погода. Хочешь покататься? Я хочу, конечно. Прикольные. Непременно. Чтобы в арт-квадрате были свободные Только с них качели. только что упали две девушки. Тут Да? соседи. Ну-ка. Идем, катайся. Что? С ними не так? Катайся. С ними все в порядке. Да, только у меня с телефоном-то я не смогу, подержи. Давай. Да, здесь скользко, одно. Так, как папа катается? Эх. Говорит Тая. О, Вот в следующий раз Да. будем Таю петличку очень. да. Но у нас только 2 петлички, друзья, поэтому максимум, что мы можем в 2 голоса петь и говорить. Ну, сейчас, конечно, да, еще сходим туда. Там еще одна площадка у нас. И, наверное, мы не всю территорию арт-квадратов покажем. Но покажем в следующий раз все остальное, да? Да? Дорогие друзья. Да. Так, тормозим. Давайте посмотрим, что у нас с комментариями. А, ты хочешь так? Давай, так. Рада Акзамову, спасибо за активность. Мало кто знает, что про памятник Гагарину как раз находится недалеко от арт-квадрата. Всех, у кого спрашивал, видели или нет. А где он находится? Памятник Гагарину. Я не знаю. А где Гагарин? А вот, да. Вот. Ну ладно, мы обязательно подготовимся. В следующий раз посмотрим, где у нас этот памятник находится. И покажем. Мы же только начинаем череду наших стримов. Как я и обещал, мы будем делать это чаще, выходить в эфир, показывать вам красоты нашего, как я недавно выразился, провинциального города.
Но провинциального Один в из наших- хорошем смысле. Ну, в хорошем, естественно, в хорошем смысле. Один из наших зрителей, подписчиков, ну, не то чтобы возмутились, но такие типа, ну в смысле, нельзя Уфу провинциальным городом назвать? Уточнили. Да, вот. Ну, а потом как бы с оговорочкой, что типа, ну, смотря в каком контенте. О, контексте. Контент это у нас, а контекст. Так вот, в сравнении, разумеется, с другими городами, большими городами, миллионниками, давайте так, друзья, Уфа все же, ну, наверное, больше провинциальный город. Последнее. Вот Чернышевская 88. Кстати, вот здесь как раз и была обувная фабрика. Такое вот пространство. Довольно большое. Большая площадь. Здесь периодически летом мы видели, играют музыканты. Что касается выступления музыкантов на территории арт-квадрата, ну, ни для кого, по-моему, это не секрет. Но, в общем, сюда просто так музыканты зайти с колонкой и начать играть не могут. И сразу попросят уйти, в лучшем случае. То есть политика здесь такая. Хочешь реализовывать творчество, плати деньги. Ну, это же коммерческий проект. Ну да, да. Кто-то на него Не потратил может деньги. существовать просто. Ну что, идем, наверное, в сторону улицы Чернышевского. Ой, ребята, мы же не сказали. Про уфимское ожерелье говорят. С нами прощается, наверное. Про уфимское ожерелье. Буквально вчера мы там гуляли. Тоже коротышке пришлось нас на коляску устанавливать. Не чищено совершенно. Там было плохо, было тяжело передвигаться. И что хочу сказать про уфимское ожерелье. Мы обязательно сделаем тоже обязательно сделаем обзорчик. И либо стрим проведем оттуда, либо, может быть, сделаем ролик, рассказ. Вообще, телеканал ЮТВ, по-моему, с Андреем Кузьминым делали обзор уфимского ожерелья, когда он только открывался, когда только-только начиналось все это. Ну, делали, когда это, скажем так, запускали этот проект. Вот. Но таких вот прям красивых обзоров этого места я еще пока не видел. И, наверное, мы будем делать. Может, не первым будем. Может, уже кто-то снял, просто я не видел, мне не попадалось. Мы сейчас выходим к улице Чернышевского. 58 минут в эфире. Наверное, здесь еще покажем Может, немножечко. по традиции возьмем глинтвейн. А где глинтвейн здесь? Здесь я могу сбегать. Да? Да, Давай. я схожу. Вы У тут тебя 2 постоите? минуты. Традиция брать глинтвейн у нас пошла с Москвы, это второй раз. Получается, мы будем Можно брать глинтвейн. пожалуйста? Мы убрали там на Пушкинской площади. Классный такой, ядреный. Ядрен Матвейкин, Матвей Ядренкин и пьет ядреный глинтвейн. Тайка, как тебе прогулка? Как тебе прогулочка? Вот. Ну, может, чуть дольше в эфире побудем. Я даже, кстати, не знаю, сколько у меня батарейки. Батарейки 47%. Нормально. Мы можем даже еще походить, погулять. Может быть, даже там у нас улица Ленина. Вдалеке. Вот улица Ленина. Еще один какой-то старый деревянный дом, уже завешенный тоже этим баннером. Здесь уже новостройки, человейники. Кстати, что интересного, ну, конечно, мнение расходится у большинства людей, но здесь у нас идет смешение стилей, то есть фасад старого дома, старые постройки интегрировали в новую постройку, галерея. Ну, какая она новая? По-моему, уже лет 15, наверное, этому торговому центру. Вот ждет глинтвейн. Очень красивая анимация.
Наверное, вечером здесь тоже красиво, но, видите, мы пока днем делаем стримы. Ровно час мы в эфире. Если у меня телефон ловит Wi-Fi, давайте попробуем почитать, что у нас еще. А, вот Рада добавляет информацию. Если идти от гостиного двора по стороне авиационного, видимо, университета в сторону арт-квадрата и смотреть, то он слева. Ну, ладно, спасибо. Обязательно в следующий раз посмотрим. Сейчас мы что-нибудь поем. Посмотрим по 2GIS, по другим ресурсам, в которых можно подсмотреть. Яндексом, например, Спасибо. можно воспользоваться. А пока просто полюбуемся видами центра. О, глинтвейн. Предупредили, что он очень горячий. Да? Вот. Значит, у меня рот обожжется, нет? Да. Да, я не стал даже пробовать, я понял, что он очень горячий. Ну, это хорошо. А я попробовала. Да? Слушай, у меня рука уже греется. Давай поставим. Рука греется. Так. Ну что, пройдем еще немножко до Ленина? Ну да. Потому что здесь я вижу, солью посыпали все-таки, не так много снега. Ну и плюс немножечко посмотрим на новогодние украшения. Они здесь есть. Немножко, но есть. Чем-то похоже на улицу Тверскую. Да, похоже. Тверской проспект. Beautiful, wonderful. Вот пандус, кстати, смотри, как хорошо. Первый пандус. Первый За пандус в Уфе, сегодня. да? Нужно памятник этому пандусу поставить. Эть. Что случилось? Нормально все. Кстати, здесь прямо сейчас мы выйдем на кинотеатр «Родина». Вот сегодня мне через 2 недели, чуть меньше, чем 2 недели, будет 38 лет, у меня будет день рождения. И в кинотеатре «Родина» я отмечал свои 22 года. Вот если кто провалится в мои видео, в моем аккаунте в ВК, там есть такой видос, называется «День рождения Матвея 22». Снятый на какую-то там старую Nokia, квадратиками все видео такое, знаете, очень-очень сильно старый видос. Ну, в общем, вот это то, что там на видео, это уже конец, кульминация веселухи этой так называемой. А начиналось все примерно вот здесь, в кинотеатре «Родина». Мы с друзьями, Тимур, кстати, там был тогда. Вот, Тимур, если ты нас посмотришь хотя бы в записи, напиши комментарий. О, кстати, тут много... Здорово, ребят, хорошего вам дня. Кирилл, спасибо тебе большое. Motion for Life, кстати, на стриме непонятно, что Уфа, действительно. Ну ладно, привет из Подмосковья. Как у вас снежно, а у нас весна за окном. Donation Alerts Матео 2.3. О, прикольно. Спасибо, Donation Alerts, что ты напомнил о том, что меня можно поддержать. Оптимистка, да, привет. Из Подмосковья, да? Спасибо большое вам. Да, мы были в Москве. 10 дней назад мы делали наш первый стрим, прогулку. Елочки, какие красивые елочки. Ага. Да, в Москве мы сегодня смотрели стрим Александра Усольцева. Там вообще, конечно, прям весна. Что-то с погодой творится, конечно. Кинотеатр «Родина». Нет у меня исторических старых фотографий. Давайте посмотрим на родину кинотеатра сейчас. Вдалеке у нас банк «Уралсиб». Кинотеатр «Родина» действующий, с ним все нормально, он работает, в отличие от кинотеатра «Победа», например, в Черниковке. Кстати, о райончиках города Уфа. Давайте, знаете-ка, я как раз хотел сегодня небольшой опрос провести. Где бы вы хотели, чтобы мы провели следующий наш вот такой вот стрим-прогулку? Очень хочу узнать мнение, варианты, какие есть у вас.
Да, можете написать, проведи в Черниковке. Это страшный район Черниковка, да? Проведем обязательно и в Черниковке. Да и в Дему съездим, там, где я вырос, где прошло все мое детство. Обязательно. Но напишите лучше. Хочу узнать ваше мнение, где вы хотите, чтобы мы провели следующий стрим. Ну или один из ближайших, не обязательно следующий. Сначала мы, наверное, будем как-то Уфу обозревать больше, какие-то основные такие популярные места. Ну, а потом будем перебираться уже в более, как говорили, другие способы ловли. О, Ростелек, здорово, да? Здесь же был у нас главпочтамт дальше. Башинформсвязь. Тут мой папа работал. Ну, что он наделал? Он вставал в 5 утра каждый день. Он вставал в 5 утра, чтобы здесь он стал Ростелеком, да? А потом он ехал сюда из Инорса. А потом обратно. Вот и все. Вот и вся история. Вся история. Мы идем по улице Ленина, кстати, я забыл сказать. Да, мы пошли немножко в обратном направлении. Ну, ничего страшного. Здесь тоже арт-квадратовские всякие объекты. Ну, кстати, смотрите, вообще никак не предусмотрено, чтобы здесь могли люди как-то находиться. Вот здесь? Тут просто сугробы. Это не Гагарин случайно? Нет, это не Гагарин. А кто это? Кто это, друзья? Я не знаю, кстати. Подождите, вот же есть надпись, господи. Полиция. Есть душа гражданства и всех добрых порядков. Устав главного магистрата 1721. Значит, это Уфимский городовой. Памятник Уфимскому городовому, друзья. В Черниковке. Весь крутой район. Возле Орджоникидзе прям нетипичные для нынешней Уфы. Обязательно, конечно, тоже в Черниковке мы побываем. Я так думаю, наш город, он очень большой для различных стримов, для таких вот обзоров. И очень интересный. Особенно если еще готовиться к рассказам и знать, какие места планируешь показывать и рассказывать про них. Будем готовиться, ребят, да, обязательно, будем стараться. Спасибо большое всем за активность. Я думаю, мы можем дойти до гостиного двора. Можем, в общем-то, да. Так, 4 зрителя у нас в ВК, я вижу. К сожалению, подготовлю в следующий раз получше. Посмотрю, буду поглядывать, сколько у нас на Ютубе народу смотрит. Может, кто-то, кстати, видит, и можете написать, сколько у нас сейчас лайков, сколько у нас просмотров. Здесь у нас слева здание главпочтамта. Там до сих пор у нас Почта России. И это же место является местом нулевого километра, так называемого, в городе Уфа. Конечно, далеко там уже не нулевой километр. Если так смотреть на город, то как раз-таки мы, наверное, живем где-то ближе к такому географическому центру города, то, что на проспекте Октября. А это уже нулевой километр исторической части города. Нулевой километр есть в каждом городе. Это больше такая достопримечательность. Да, чтобы сфоткаться с ней. Да, чтобы прийти и сделать фото. Ростелек. Как интересно, они придумали кондиционеры прятать. Здесь-то зачем? Там же их и так не видно было. Ладно, молодцы. Матвей, как всегда, замечает кондиционеры. Да, Матвей. Профессиональный профессион дюбуа, или как там? Забыл. Как он говорит, это моя профессиональная... Забыл, ладно. Профессиональная привычка. Да. Ехать и смотреть на кондиционеры. Как такой установлен. У меня, кстати, есть коллега Олег Столбин. Мы с ним вместе надо тоже там на машине, допустим, едем по каким-то делам. И... смотри, как кондер поставлен. Смотри. Ух ты, смотри, сколько тут заборов-то, ё-моё. Это же МВД.
Здесь, наверное, даже снимать нельзя. Забор, не будем. забор и еще раз забор. Ох, как пахнет глинтвейном. Он у нас не сильно выплескивается вроде бы. Вот что у нас в центре города творится. Мы идем по самой главной улице города Уфа, и здесь вот такая, вот она каша, вот она каша. А? Что? Попробуй глинтвейн. Давай. Как раз он. У меня руки замерзли. Открой, пожалуйста. Я попробую. Крышку? Держу. Можешь крышку открыть? Я пробую глинтвейн, друзья. Смотрите, как он парит. Красиво. О. Горячий. Он стал в самый раз, он где-то градусов 70, наверное. О, какой потрясающий напиток, ребята. Очень согревающий. Да. Не такой сладкий, как в Москве, кстати, но это даже хорошо. И не такой ядрёный, я бы сказал. Не хватает все-таки вот этого цитрусового. Мне кажется, это в конце. Просто тут Потом в конце. объем больше. Так. Можно уже пить из этой штуки. Закрываю, да. Вот у нас здание почтамта. Ну, хороший. Сталинский ампир, как принято говорить. А здесь уже какой-то... Ну ты-то куда? Я бы хотел сказать. Здесь уже какой-то конструктивизм, да, вот это здание. Не успели перейти. Страшно. Очень хорошая погода сегодня. Опять же, мы вернулись на улицу Коммунистическую. Мы проходили вот там, где вот... Я думаю, мы сейчас дойдем до фонтана. Ну да. Там красивое место. У нас есть время. 36% батарейки. Красивый ландшафт вниз по Коммунистической. Потряхивает немножко стоп. Так. А вот глинтвейн настоялся. Настоялся? Да, он такой ядрененький все-таки. Крепче стал. Покрепче. Кстати, глинтвейн безалкогольный, если что. Вот. Да. За здоровый образ жизни. За ЗОЖ. Давайте на Ленина посмотрим, наверное, пройдем. Задумчивый Ленин сидит, думает, что делать. Я думал, кто-то дудит, а это тормоза просто у грузовика. Может, туда? Про Ленина, кстати, про этого я что-то слышал. Что про него говорили? Что он здесь, по-моему, единственный памятник, где он без головного убора, да, вроде бы? Да. Мы обязательно в Орджоникидзевский район будем тоже делать стрим. И там Ленин с очень странной головой. Это где ДК Синтеспирт. ГДК. Ну, бывший ДК Городской. Синтеспирт, а нынешний городской дворец культуры, да. Ну, он тут как-то странно сидит. Ну, где-то он сидит, а где-то он лежит. Обычно он стоит. Я имел в виду мавзолей. Мы в Залей мы не ходили. Туда не спокойно. Так как мы не любим стоять
в очередях. Мавзолей. Мы только очередь видели в мавзолей. Но зато один из наших друзей, Тимур Миркаев, он рассказывал, что они ходили. Сколько там? 30 секунд, по-моему, да? Нет, 2 минуты, по-моему. 2 минуты. Ну, там, И в общем, всё, очень и- быстро всех выгоняют. И следующий, сказал заведующий. Но это неудивительно, там ведь многие хотят посмотреть на Ленина. На то, что от него осталось Ну да, там уже. даже говорят, что там не из всех запчастей, скажем так, состоит он. Только некоторые остались. Но это, я не знаю, достоверная информация или нет, но вроде бы там не полный он, не полностью укомплектован. Давай здесь, наверное, пройдем и выйдем к гостиному двору. Ну и где-то здесь уже будем, наверное, завершать наш стрим. Мы 1:15 в эфире. Спасибо, что смотрите. Спасибо за активность большое всем нашим зрителям. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Пишите интересные комментарии, задавайте вопросы. Ну, как обычно, в общем. Кстати, по улице Ленина раньше, очень давно, ну, все еще в 10-е годы, здесь ходили трамваи. А на площади перед гостиным двором, куда мы сейчас подойдем, там было трамвайное кольцо. Тоже есть исторические фотографии. В следующий раз, если мы будем здесь еще делать стрим, может быть, ближе к весне, может быть, летом. Посмотрим по обстоятельствам. Ну, Вот этот фонтан 7 девушек, он же недалеко, он же здесь. Но можем до фонтана дойти. Вот, Можно до него дойти, там просто красивое место. с батарейкой И висели. уже завершить. Там остановка, гостиный двор, да, надо будет только пропихнуться между людьми. Всегда тут много народу. Сколько помню. Стримеры Уфы. Кстати, в ближайших возможных стримах мы будем кого-нибудь еще приглашать к нам, участников. Гостиный двор. Во всей его красе, центральная площадь гостиного двора. Кстати, мы уже такие взрослые товарищи. Мы Здесь помним, был Макдональдс. здесь был Макдональдс. Ну вот здесь вот прям, в принципе, вот мы к нему идем. Но теперь здесь другой магазин. Вкусно или невкусно. А вывеска там осталась чуть-чуть. Вот он, вкусная точка называется, да, у нас? Чем айфон? Не айфон готов. Еще то, что можно вспомнить, когда проводили весенний бал от компании Фонет, вот эта улица была полностью перекрыта, мы здесь гуляли, потому что мы были одними из организаторов весеннего бала. Ну, в числе, в списках организаторов. То есть я был на звуке, как правило, а Катя была организатором в своей школе. Нет, я была куратором куратор, школ куратор. нескольких. Куратором Последние годы уже была куратором. Но начинала, конечно, как все, с организаторов. Это, наверное, самое сложное — организовать несколько десятков выпускников, подростков, чтобы они красиво стояли в шеренгах, научить их танцевать, научить их себя хорошо вести, в конце концов. Ну, действительно, это большая работа, да. Вот. Так, наверное, все эти фильмы можно посмотреть тоже. Они везде Да, к есть. сожалению, сейчас уже весенний бал не проводят уже. Сколько начинает, по-моему, с 2020 Года 3, года, да. наверное. Ой, больше. По причине сначала какого-то вируса, а потом у нас и Советской площади как таковой не стало. Ну, там теперь просто все по-другому. Да, мы подходим к фонтану 7 девушек. Еще одна визитная карточка города Уфа. Или города Уфы, как кому как нравится говорить.
Потому что очень часто этот объект, этот памятник в фильмах, которые снимают в Уфе, он попадается. Про него много легенд. Много легенд, да. Ну, в основном это рассказывают блогеры, кто приезжает в Уфу, как туристический город. Я сейчас так сходу эту легенду не вспомню. Там трагическое. Ну да, что-то такое. Вот, ну и здесь, наверное, мы будем завершать, потому что и батарейки, и стабилизатор, кстати, тоже говорит, что ему холодно и пора завершать. Коляска тоже говорит. И коляска, да. Ну, блин, короче, да, такая вот у нас беда, ребят. Как мы домой будем добираться, я пока не знаю. Честно, не знаю. Ну, сядем на скамейку, подумаем под глинтвейн безалкогольный, что делать. Вот, ну и здесь, наверное, давайте Сейчас, подожди. подводить итоги сегодняшнего нашего стрима. Спасибо большое всем, кто нас посмотрел. Ох ты, ё-моё, трясется. Спасибо большое за... Да что с тобой? Стабилизатору не нравится. Спасибо большое, что посмотрели нас. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь в ВК, подписывайтесь на Телеграм-канал. Спасибо тем, кто подписывается и поддерживает нас. Просто добрым словом. Ну и... Где там Катя? Ну и на этом месте давайте, наверное, с вами прощаться, ребят. Спасибо большое за просмотры, за лайки. Всего доброго. Завершаем пока. эфир здесь, да. Пока.